Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши ветераны, студенты, родители и гости. Амарсен хундата элшен, аютат, ажиле ветеранут. Мы рады приветствовать вас на традиционном отчетном концерте солистов и коллективов колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Концерт открыл старший хор детской школы искусств имени Бауи Билова и хор вокального отделения колледжа. Дирижер Александр Саможапов, концертмейстер Олег Карташов. Солисты Лина Мухтырова, Базарсадо Николаев, Мария Чешме. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. В исполнении хора прозвучали две части из произведения Джона Раттера «Реквием». Сегодняшний концерт – это музыкальное приношение вам, наш многоуважаемый зритель. Концерт посвящен столетию Республики Бурятия и проходит под эгидой Года культурного наследия народов России, объявленного указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным от 30 декабря 2021 года. Ежегодно колледж искусств представляет зрителям серию творческих мероприятий, связанных с проведением итогов учебного года. В течение апреля прошли отчетный концерт детской школы искусств. С аншлагом состоялась премьера спектакля «Книга всех вещей» на малой сцене Государственного русского драматического театра имени Николая Бестужева. 4 мая в Центре современного искусства города Улан-Удэ откроется ежегодная выставка работ студентов художественного отделения. Уважаемые зрители, наши настоящие ценители искусства, мы продолжаем нашу концертную программу. «Цыбин. Рассказ» исполняет Софья Будажапова, концертмейстер Елена Карпунина.
Выражаем благодарность всем нашим друзьям, коллегам, учреждениям культуры и детским школам искусств за плодотворное совместное сотрудничество в этом учебном году. Особую благодарность мы хотим выразить руководству Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста Советского Союза Гамбо Циденжапова и лично художественному руководителю маэстро Владимиру Алексеевичу Рылову. Евгений Дога, вальс, из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Исполняет ансамбль виолончелистов, концертмейстер Елена Карпунина. Баркарова из оперы «Сказки Гофмана». Исполняют Решель Швецова и Кристина Моторина, концертмейстер Саян Манджигеев. Thank you.
Сергей Рахманов, Полишинель, исполняет Роман Тихонравов. Русская народная песня «Кабы волка матушка» исполняет Михаил Зурбанов, концертмейстер Нина Пояркова.
можно было верить. Сергей Рахманинов. Этюд, картина «До минор». Исполняет Ряжин Никита. Ария Каварадоси из оперы «Тоска». Исполняет Заята Раднаев, концертмейстер Нина Бояркова.
В этом учебном году более 200 студентов колледжа стали лауреатами многочисленных конкурсов и фестивалей разного уровня. Буквально на днях вернулась творческая делегация из Красноярска, которая приняла участие в 21-х молодежных Дельфийских играх России. Ребята из Бурятии привезли 3 серебряные медали, в числе которых и серебряная медаль студентки 3-го курса Сылмек Дамшаевой. В этом году колледж искусств стал организатором 6-го международного музыкального конкурса «Нейдл-2022», учредителем которого стали Министерство культуры Российской Федерации, правительство Республики Бурятия и Министерство культуры Республики Бурятия. Конкурс проходил под патронатом главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова и объединил не только российских музыкантов, но и исполнителей зарубежья. Среди них были представители Китая, Южной Кореи, Монголии и Узбекистана. И апогеем музыкального торжества стал концерт в рамках творческой образовательной сессии «Классика на берегах Байкала» для поклонников музыкального искусства, где продемонстрировали свое мастерство выдающиеся исполнители ведущих консерваторий и театров из разных регионов нашей великой страны и зарубежья. Сергей Рахманинов, «Белилицы, руменицы», из кантаты «Три русские песни». На сцене смешанный хор дирижерско-хорового отделения. Дирижер Майдар Тамбаев, концертмейстер Олеся Ярастова.
забила долой, закатите солнца бела долой, едет мой ревнивый муж домой. Ай, люли, ай, Данюшеньки, едет мой ревнивый муж домой, он везет подарок дорогой. Он везет подарок дорогой, плетяную шелковую баташу. Ай, люли, Данюшеньки, плетяную шелковую баташу. Хочет меня молоду побить. Хочет меня молоду побить, я ж не знаю и не ведаю за что. Ай, люли, Люшеньки, люли, я ж не знаю и не ведаю за что, за какую за беду. Только было в Сельмане, так тут беды, у соседа на беседе я была, супротиву холостого сидела, холостому стакан меду поднесла. Холостой стакан меду принимал, ко стакану белые руки прижимал, при народе старший называл. И сударушка, леденушка моя, понравилась бабушка моя. Белилицы, румяницы, крываки, захотите солнца бела долой. Едет мой ревнивый муж домой, хочет меня молоду побить. Хочет он меня побить. Я ж не знаю и не ведаю за что. Vitautas Miškinis, kantate Domino. Cantate Domino, cantate Domino, cantate, cantimulo, cantate Domino, cantate Domino,
На сегодня колледж искусств имени Петра Ильича Чайковского – это целый образовательный кластер, в котором студенты получают профессиональное образование по 13 направлениям отрасли культуры и искусства. Одна из приоритетных наших задач – это выявление, поддержка и профессиональная ориентация одаренных детей и молодежи. Для достижения вершин исполнительства необходимо понимать значимость данного образования и способствовать его развитию. Для комплексного развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства правительством Бурятии и Министерством культуры Республики Бурятия активно поддерживаются инициативы колледжа искусств по целевому обучению наших выпускников в ведущих творческих вузах России и Монголии. Для студентов-целевиков главой Республики Бурятия Алексеем Самбуевичем Циденовым учреждены именные стипендии. На сегодняшний день 146 выпускников обучаются в творческих вузах. Из них по целевой форме 28 человек, 12 из которых вернутся в родной альма-матер. Именно они – наша надежда и будущее. Дорогие друзья, мы представляем вам нашего молодого преподавателя, который получил образование в Новосибирской консерватории по целевой форме и вернулся в колледж. Это Алексей Романович Петряков. Горка Хермоза, Анантанго.
Дорогие друзья, для приветствия мы приглашаем на сцену министра культуры Республики Бурятия Саилму Баиртоевну Дагаеву. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые педагоги, уважаемые родители, уважаемая общественность, уважаемые студенты. Вы знаете, колледж искусств имени Петра Ильича Чайковского продолжает славные традиции и продолжает оставаться гордостью Республики Бурятия, надеждой и гордостью. И сегодня этот концерт тому подтверждение. Благодаря усилиям, труду, ежедневному труду наших педагогов, благодаря сложившейся системе, взращиваются юные таланты, растут наши будущие звезды. К нам возвращаются наши птенцы уже орлами и орлицами. Алексей Петряков – яркий тому пример. Дмитрий Барташкин – яркий тому пример. Ну и много-много других ребят. И сегодня я не буду перечислять достижения этого года. Ведущие уже потихонечку нам рассказывают. Конечно, состоялся НЭДЛ. НЭДЛ – это огромный конкурс, проведена большая работа, которую на своих плечах вынес тоже колледж искусств. Все-таки это международный большой фестиваль, конкурс, на который съезжаются талантливые юные дарования. Среди ваших конкурсов, о которых вы рассказывали, вот еще не прозвучал конкурс «Юные дарования России», с которого ребята наши вернулись тоже лауреатами. Мы гордимся своими ребятами, гордимся своими педагогами. И хотелось бы, чтобы и в дальнейшем все шло так же. Дальнейших вам творческих успехов, уважаемые педагоги, уважаемые студенты. На средства, выделенные правительством и народным хуралом Республики Бурятия, колледжу искусств был приобретен современный, комфортабельный автобус, ключи от которого вручает министр культуры Бурятии Саилма Баиртоевна Дагаева. Ваши аплодисменты громче, дорогие друзья! Уважаемая Саилма Баиртоевна, мы просим вас провести церемонию награждения ветеранов и преподавателей колледжа. Медалью за заслуги перед Республикой Бурятия награждается ветеран колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Татьяна Ивановна Клепикова. Под ваши горячие аплодисменты, пожалуйста. Почетная грамота Республики Бурятия вручается председателю предметно-цикловой комиссии художественных дисциплин Болотовой Церегме Дылгыровне.
ваш букет. Почетная грамота правительства Республики Бурятия вручается преподавателю колледжа Айгуль Зайнетдиновне Буяновой. Уважаемый Синема Байтуловна, спасибо вам большое. Мы просим занять место в зрительном зале. Старинный марш «Тоска по родине» исполняет духовой оркестр колледжа искусств. Дирижер Жансо Башнев. Александр Цфасман. Неудачное свидание.
венгерский танец номер 5. Дорогие друзья, на этом завершилось первое отделение нашего концерта. Антракт. Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение отчетного концерта колледжа искусств. На сцене оркестр бурятских народных инструментов «Арюн Домок», дирижер Саяна Табхарова. Лудуб Ачиров. Концерт для маринхура с оркестром. Соло на маринхуре Сылмек Дамшаева.
Александр Прибылов. Прелюдия и токката. Соло на баяне Алексей Петряков.
Ритм жизни увлекает нас в своем стремительном потоке дней, складывающихся в месяцы и годы. И редко мы можем остановиться, чтобы насладиться чарующей музыкой. Это особенный мир, это самая удивительная страна со своими красками, красотой окружающего мира, ощущением счастья, жаждой неизведанного, звонким смехом и забавными приключениями, которые так ярко может передать только музыка. И нашу праздничную концертную программу продолжает Александр Перелыгин, Владимир Грушевский, «Токката». Бурятские народные песни. Мане Нютек, Онане Ириде,
Хатырыи Табихуп Д. Исполняет ансамбль народной песни «Жыргымыл». Солист Амгалан Янданов.
Народный ансамбль танца «Ликование». Суха-хур – исконно бурятский народный инструмент. Другим аутентичным музыкальным инструментом этнических предков бурятского народа является духовой инструмент сур. С начала 2000-х годов в республике начал реализацию проект по возрождению аутентичных бурятских народных инструментов. Не оказался в стороне в этом важнейшем процессе и колледж искусств. В настоящее время студенты отделения бурятских народных инструментов и отделения сольного и хорового народного пения обучаются игре на сурах и суха-хурах. Сейчас, дорогие друзья, вы услышите чарующие звуки исконно бурятских народных инструментов в исполнении нашего ансамбля. Пурбо Демиранов, Уенга.
В рамках национального проекта «Культура» на базе колледжа был создан ансамбль маринхористов Бурятии, руководителем которого стал Эрдем Дымбрылов. При поддержке Министерства культуры Республики закуплены музыкальные инструменты, сшиты сценические костюмы. А в 2021 был объявлен государственный заказ на создание произведений для ансамбля маринхористов. Презентация новых произведений состоится 4 и 5 мая в Центре современного искусства «Залу». Сейчас же вы услышите одно из этих произведений. Пурбо Дамиранов, Тонтанютек Ханагдана. На сцене ансамбль маринхористов Республики Бурятия.
Тынбы, 힘은 Бадма Балдаков и Нагни Шанда. Исполняет хор вокального отделения и ансамбль маринкуристов Республики Бурятия. Солистка Дина Санданова. Дирижер Александр Саможабов.
На протяжении многих лет социальные партнеры колледжа учреждают именные стипендии для наших талантливых студентов. И сейчас для вручения сертификата стипендии Общероссийского профсоюза работников культуры мы приглашаем на сцену члена президиума Рескома профсоюзов работников культуры, председателя правкома театра, оперы и балета, народного артиста Республики Бурятия Булыта Тумыровича Раднаева. Здравствуйте. У меня такая добрая миссия, потому что профсоюз – это добро в первую очередь. Да, конечно. Сертификат. Настоящим сертификатом удостоверяется, что Янданова Инесса Павловна, студентка 306 группы по специальности народное художественное творчество по виду театральное творчество колледжа искусства имени Чайковского, является стипендиатом Общероссийского профсоюза работников культуры. Также сертификат вручается студентке 4-го курса музыкально-теоретического отделения Аюне Зандановой. Дорогие друзья, ваши аплодисменты громче! Деньги хорошие. От всей души поздравляем наших студентов и пожелаем им творческих успехов. Ежегодно в целях поддержки творчески одаренных студентов семья известного в Бурятии заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия Халзанова Валерия Дендаковича вручает персональные стипендии лучшим студентам колледжа. Для вручения стипендий мы приглашаем на сцену дочь Валерия Дендаковича Халзанову Антониду Валерьевну, сестру Хайдамову Валентину Кармаевну и брата, начальника отдела кадров и организационной работы Министерства образования и науки Республики Бурятия Цыдыбова Шаргала Кармаевича. В этом году обладателями именных стипендий имени Валерия Дендаковича Халзанова в размере 8000 рублей каждая стали 4 талантливых студента колледжа. Ребята хорошо учатся, принимают активное участие в общественной, творческой и концертной жизни колледжа. Итак, стипендия имени Халзанова Валерия Дендаковича вручается Дарье Танканок, студентке 4-го курса специальности «Теория музыки». Стипендия вручается Ольге Фроловой, студентке 4-го курса специальности «Хоровое дирижирование». Александре Торжиевой, студентке 4-го курса специальности «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество». Сухенко Александру, студенту 3-го курса специальности «Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество». Мы поздравляем наших стипендиатов
Желаем новых творческих достижений и выражаем огромную благодарность семье Халзановых за поддержку талантливых студентов колледжа. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Туман Актынь Товарогом. Народный ансамбль танца «Ликование». Великая победа, которая сложилась из тысячи маленьких, но судьбоносных побед. Победа, которую мы должны помнить и чтить. Говорят, война не женское дело. Но в те годы 800 тысяч женщин думали по-другому. Они просто так жили, так любили, верили и так защищали Родину.
прошла боль, спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в белом густом льне, там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
Дорогие друзья, для слов приветствия на сцену приглашается директор колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Баир Борисович Турбянов. Удышина Марманде, Хундатани Тогарсет, Хундатамана Элшет, Бакшанар, Ажилы ветеранут. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши педагоги, ветераны нашего колледжа, уважаемые наши гости. Сегодня мы подводим творческие итоги этого учебного года. Впереди у нас 2 месяца плотной работы, когда мы будем выпускать наших студентов на государственных экзаменах, на текущих экзаменах. И сегодняшний концерт мы, конечно же, хотели с концертом показать то состояние души, творчества наших студентов и педагогов. И, казалось бы, недавно мы начали учебный год с поездки на Всероссийский фестиваль выпускников и студентов старших курсов музыкальных учебных заведений России, Российскую академию музыки имени Гнесиных. Недавно мы проводили музыкальный конкурс «Нейдл», и вот сейчас уже мы подводим творческие итоги. Я выражаю всем нашим педагогам, нашим студентам, нашим родителям глубокие слова признательности, благодарности за то, что мы вместе, за то, что мы, несмотря на все сложности, которые связаны были и с дистантом, и с пандемией, и с какими-то сложностями в экономической сфере, но мы вместе, мы идем вперед, и у нас далеко идущие планы, и искусство всех объединяет, искусство не имеет границ, искусство согревает сердца, и пусть колледж искусств, наши педагоги, студенты процветают. Спасибо вам большое. Находясь на этой сцене, я хочу сказать, что этот год мы очень дружно работаем со всеми нашими коллегами и с детскими школами искусств, и с театрами, библиотечной, музейной системой. И особую благодарность и радость от совместного сотворчества мы испытываем с дружбой с Театром оперы и балета, с нашей флагманом бурятского искусства. В январе мы провели наш ежегодный концерт «Созвездие молодых». Многие об этом конкурсе знают, концерте знают, многие здесь сидящие были на этом концерте. И был большой концерт с симфоническим оркестром нашего театра под руководством нашего маэстро Владимира Алексеевича Рылова, когда мы собрали наших выпускников со всех консерваторий страны, начиная с Петрозаводской консерватории, заканчивая Сибирским институтом искусств, Московской консерваторией и ряд других. И второй совместный концерт был с оркестром. Это классика на берегах Байкала, творческая образовательная сессия, где выступили наши члены жюри во главе с восхитительной заслуженной артисткой России Екатериной Мечетиной, за что спасибо нашему театру и оркестру Владимира Алексеевича Рылова и моему коллеге Дмитрию Артамоновичу Тулкову. Спасибо родному театру. Вот уже много лет огромную поддержку молодой и талантливой молодежи оказывает Endowment ВАРК, ежегодно учреждая стипендию для лучших студентов колледжа в размере 2000 рублей ежемесячно. Эта организация в лице президента Доржиевой Софьи Владимировны и исполнительного директора Доржиева Александра Сергеевича оказывает неоценимую помощь и нашим преподавателям. Каждый год на отчетном концерте колледжа лучшему преподавателю присуждается премия в размере 30 000 рублей. Итак, звание «Лучший преподаватель этого учебного года» удостоен преподаватель, добившийся высоких результатов в своей работе, активно участвующий в общественной и творческой деятельности колледжа. Куратор 302 группы, преподаватель по классу лимбы, сура и барбуре. Ринчинова Виктория Михайловна! Аплодисменты не смолкают.
Нескончаемые аплодисменты для нашего лучшего преподавателя этого года. Дербенко. Карнавал. Исполняет оркестр русских народных инструментов. Дирижер Алексей Петряков. Видовской. Фантазия.
Русская народная песня «Вечерок вечеряется». Исполняет ансамбль «Живица». Вечерок да Красная
Россия – это не просто страна, в которой ты родился, но и духовное достояние великого народа. Язык, культура, особенности менталитета, традиции и обычаи. Культура – та среда, где воспитывается единый генетический код многонационального российского народа. Мы должны показать своей сплоченностью, собственным гражданским поведением, какая мы многонациональная великая страна. Ведь в этом ее непобедимость. Звучит гимн Российской Федерации.
творчества, мастерства и таланта. Мы уверены, что этот вечер отозвался теплом в ваших сердцах. Мы не прощаемся, а говорим лишь до новой встречи в волшебном мире искусства. Искусство, в котором вечно процветают добро, понимание, свет и любовь.